رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ребята, собираемся на утренней тренировке. Сегодня у нас по заданию спринт на гору. До боя остается совсем мало. Из-за этого чуть-чуть зарываемся. И вот сейчас мы со Схадом, братишкой, будем газовать там утреннюю тренировку. А потом вечером тренировку будем в зале делать. Поехали. Асхад, как ты готов? Всегда. Ключтал сумканы, bir полотенце алып, моға су құйып. Всегда рассматриваем сопернику и его бои. Хорошо изучаем, не только я, тренер, близкие, все они смотрят и рассказывают за свои мнения, реальные мнения, то не хвалит меня или его не хвалит, да, вот реальные мнения рассказывает. И потихоньку мы найдем потихоньку найдем его ключ, как надо готовиться, бой может быть, как случится, предполагаем, да, каким образом может быть бой. Во время весогонка мы такой большой нагрузки не дадим. За это по заданию у нас 10 взрыв, просто чтобы открыть легкие и поддерживает функционалку. Вес, альхамдулилля, все четко идет по плану. Остается где-то 500-500 килограмм. Думаю, у нас есть время, можем потихоньку согнать. И последние дни мы с водой будем гонять. Все бойцы, настоящие бойцы знают, кто весь гоняет. Это чувство всегда бывает, такой голод, трудности бывает. Это часть нашего спорта, часть нашего соревнования. По поводу воды я не жалею воду, пью сколько хочу, как сущняк будет, я пью нормально все. Только последние дни, последние сутки я не пью. Я родился в обычной семье, отец был механик, мама занимался домашним хозяйством, и у нас был достаточно большой семья. Мы жили дедушкой и бабушкой вместе жили, и у нас 8 детей был. И после меня есть сестренка, и остальные были старше меня. Как я младший сын был ближе к дедушку. И дедушка всегда, я ходил рядом с дедушкой, он меня научил религии, он меня научил дисциплине и самотрудолюбие и другие хорошие качества. Он сам как человек был очень добрый и хороший человек был, нравственно сильный был. И вот такое, знаете, вот после советского провала у нас было нелегкое время такое, были трудные моменты. И были хорошие моменты в детстве, так что вот. А как я в спорте оказался, потому что когда в наше время не было никакого спортзала и никакой спортивной, например, рекламы, да, там односельчанами мы боролись на улице, на травах. И знаете, борьба на пайцах на кыргызский национальный вид спорта, кыргыз күреш. И я занимался таким образом. Когда мне было 15-16, я увидел телевизоры и в диске в спорт, и я осознал, что я буду спортсменом. И приехал в столицу и здесь реализовал свою спортивную карьеру. Быстрее, веселее!
Быстро. Шаг не сделал вправо. Шаг не сделал вправо. И поэтому ты попал. Дальше сколько? Отсюда. Быстрее. Почему не получается? Потому что ты голову вот так делаешь, а вот это вот так не делаешь. То есть у нас есть такое выражение «загнать в яму». Он должен попасть в яму. Число, которое он должен попасть в яму, у нас 18 число. 18 число он должен мне сказать, что он не хочет тренироваться, потому что ему будет просто... Ну, может быть, он это не скажет, но своими действиями мне это покажет. И если это будет 18 число, и он будет никакой, а я его еще буду заставлять больше делать работы, то тогда мы успешно выйдем из ямы, и ко дню боя мы выйдем на пик. Тазом. Еще тазом. Еще. Быстрее. Сейчас ты ушел. Убежал. Убежал и сразу сюда левый. Вот. Поиграй. Что касается травм, вы знаете, вот в нашем виде спорта мы уже по-любому получаешь травму, потом маленький там, тут это не считается, да? Ну, бывает, когда ты неудачно падаешь или жесткую травму получаешь. У меня были такие моменты, что я один раз получил очень тяжелую травму, и даже были такие разговоры с врачами. Они запретили мне тренироваться и выходить на бой. Но, несмотря на это, я лечился, старался всегда быть активным и хотел, у меня было желание вернуться на бой. И, алхамдулилля, сейчас я в настрое, вот как вы видите, я уже не сдавался, да, на это. Ты же живот должен попасть. Правильно? Не попал, ушел. Сразу не получил. Чего? Как мы, верующие люди, знаем, что каждое испытание от Всевышнего, и знаем, что за каждого тягости наступает облегчение. И были такие трудные моменты, например, когда я приехал в Бишкек, я никого не знал, на скамейке спал и тренировался, совмещал тренировка, работа, и никогда со своей цели не выходил. И, полагая Всевышнего, я занимался спортом и знал, что концовка я буду хороший спортсмен, хороший боец. Да, вперед. Нельзя. Нельзя. Вот так нельзя. Не можно. Так, ну как быстро, папа. Быстро. И с ним приятно работать, поэтому я с ним работаю. Не был бы он человеком, который после гонга или после команды «Стоп» ударит. Я уже не буду с ним никогда работать. Я не буду работать, потому что я воспитываю плохого человека. Я буду виноват. И перед Богом, как говорится, и перед тем человеком, которого он ударил, за то, что он это сделал. Хотя у него были случаи, когда он, побив человека, на него набрасывались. Ему руки не жали, но он не обижался, просто уходил. Его там ударили, но он отвернулся и пошел. Вот это было благородство. Он же выиграл. 2 тонны. А 50 ударов? 10 тонн. А когда он 100 ударов бьет за тренировку? А кто принимает? 100 тысяч. Это на самом деле так. Ну вот смотрите, вот 10 ударов. Смотрите. Это минимум локтем. Вот смотрите, раз это не меньше, даже больше. Особенно когда встреча. Что это такое? Вот он сейчас 10 раз ударит, вот 2 тонны на руку пришло. А если этого не будет, у него не будет успеха. Понимаете, да? Смысл такой же, да? Вот он и есть то, что должно быть. После этого удара он какой прямой будет. Это другой совсем удар. Потому что, почему? Потому что у него крестовый задний длинный мышцы растягивается. Он отсюда уже бьет, на повороте. Он стоит стойки стоит. Вот он
Не будет он так быть, просто будет бить, он вопрос. А если он локоть, уже повернул, вот повернул. А потом прямой будет, уже привычка. О, это уже так. Впереди у меня состоится бой 26 мая в городе Алматы. Как говорится, после Рамадана у нас было чуть меньше времени, но несмотря на это мы подходили на хорошие тренировки. Я думаю, у меня сейчас все хорошо. Я просто наслаждаюсь процессом. В данный момент остается немного времени, чтобы вес загнать. И вот этот темп, вот этот ритм, нам просто форму надо поддерживать и все. Настрой на бой очень хороший. Всегда на яркий бой, на яркие победы хочу. Сумку приносите? В этой сумке должно быть все. Даже если не пригодится в этот день на тренировке. Короче, какой план ставить, да? Ну, план тоже, мы же не выдадим сейчас план. Я ему скажу, что он скажет? Да, я не скрываю, что буду скрывать. Я скажу ему, давай нормально там выйти, там красиво выйди, как модель, выйди как модель, там не сутулься, не там это, не облакайся, выйди и покажи красивый бой. Ну, знаете, после себя оставить титул, слава, чемпионский пояс, это все хорошо, но знаете, как я хочу, чтобы после меня люди обо мне думали, что я нравственный, и хороший, порядочный человек, и был человеком полезен для общества. Вот. Это больше меня интересует, больше я этого хочу. Хочу обратиться к молодым поколениям, которые хочется что-то добиться. Если у вас есть какое-то русло, если у вас какая-то есть цель, держите на него крепко и никогда не отказывайте на этом. И полагайте на Всевышнего. И только надо двигаться и никогда не сдаваться. Тебе надоела ежедневная рутина? Чувствуешь себя не на своем месте? Чего же ты ждешь? Хватит! Пришло время изменить свою жизнь и следовать за мечтой. У тебя есть уникальная возможность изучить увлекательный мир профессий будущего. Ощути полное погружение в океан новых знаний. Превращай свои идеи в настоящее искусство. Найди свое призвание и занимайся тем, что делает тебя счастливым. Узнавай что-то новое каждый день. Учись и развивайся со своей командой и менторами. Дар University. Начни свою карьеру в IT.
Ну, детство я родом с Восточной Казахстанской области, город Зайсан. У меня детство проходило там до 9 класса. Потом с 10 класса учился в городе Усть-Каменогорск и там же начал заниматься вольной борьбой. Результаты такие средние по вольной борьбе. Кандидат мастера спорта, призер Казахстана по вольной борьбе по молодежи. И далее уже служба в армии и рукопашный бой. Рукопашным боем начал заниматься 2012 года. В регалии чемпион Европы, чемпион мира, чемпион Азии и 5-кратный чемпион Казахстана. И многократный чемпион международных турниров. Все, отлично. Готовы на все 1000% из 100. Что добавить про ужаса, да, он очень характерный боец, да. Вот, допустим, для некоторых бойцов, допустим, пропущенный удар, ну, является как бы сигналом для того, чтобы отступить где-то, да, вот он почувствует, да, тестостерон, да, человека, да, где-то может просесть, а у него наоборот, он сильный удар пропускает, у него вдвойне мотивация проявляется, да. Сама вот 1,5 года назад по состоянию здоровья я держала диету. Диета называется кето-диета. Там больше употребляются белки и жиры, углеводы и сахар, все исключаем. Я сама на этой диете 1,5 месяца сидела и уже знаю, как, что надо делать, как готовить и чего надо придерживаться. Я каждый день перед сном в Ютубе смотрю каждый ПП рецепты, каждый ингредиент, изучаю, полезен ли, и когда вот вес гоняют спортсмены. Но знаете, уже мы на протяжении 7 лет он всегда вес гоняет, и уже легко, с каждым годом легко мне готовить. Уже знаешь, какая еда, какая там калорийность, какую можно, какую нельзя. Ну, как-то так со своим тренером Антоном Аманбаевым Асановичем сидели в кабинете на работе. И вопрос возник, а почему нам не подраться по ММА? Пообщались, порассуждали, потом решились, давайте дебютировать, посмотреть себя, проверить себя по ММА. И так и началось в 2022 году. По-моему, в 2022 году первый дебют был. Хочу отметить уровень интеллекта Волжаса. Он может тренера слушать. И никогда он не спорит, если ему говоришь делать вот это, он делает и побеждает. Это не каждому дано, поэтому спортсмены разные есть. Поэтому, когда объясняешь и готовишь, говоришь, нужно вот именно этого делать. На этом останавливаешься. И вот результаты. Он чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Кубок Альфа. Кубок Альфа у нас в Казахстане никто не выиграл. А он в Москве Кубок Альфа выиграл и был признан лучшим бойцом. Минута налево, минута направо. Очень тяжело. Я прям, знаете, очень сильно переживаю насчет этого. Каждый день 2 раза спрашиваю, вес как, сбрасывается или нет. Где-то, знаете, перед тренировкой вечерней он делает где-то половину тарелки только кушать, чтобы у него силы появились. Я вот еще раз повторяюсь, я стараюсь только белковую, чтобы видеть чисто белок. Почему? Потому что белок дает энергию человеку. Я на глаз делаю все, я измеряю КБЖ, калории. Я уже знаю, в какой еде какая калорийность, и все на глаз делаю. В последнее время часто готовлю семгу, потому что семга очень богата белками, чтобы у него, в общем, в конце силы появились, энергии много было.
О сопернике, о моем оппоненте Артур Гусейнов. Очень опытный спортсмен, ветеран, можно сказать. У него больше 30 боев, финиши также больше 20, по-моему. Но я так думаю, бой будет очень зрелищным, красивым. И мы все покажем, чтобы зрители ахнули. Посмотрели, у Ужаса есть такая фишка, он сам не смотрит бои. Он полностью доверяет тренерскому штабу. Тренерский штаб просмотрел, свою аналитику сделали. Соответственно, так тренировочный процесс выстроили. Думаю, оптимально подошли. Он готов в первом раунде валить, и мы тоже готовы в первом раунде завалить его. В первом раунде он хочет нокаута, и мы хотим нокаута. У него, по идее, уже как завершающий этап подготовки сейчас. Просто поддерживает форму, потеет, делает вес. Сейчас легкая работа в фарах. Ну и, соответственно, свои наработки. Да. Расскажите, бывает, что Ужас злой из-за того, что мало еды? Каждый день. Каждый день. Каждый день приходится под его настроение подстраиваться. Я, если честно, уже 2 дня забираю из садика детей. Где-то в 7 я уже забираю. И с 7 до 10 я гуляю в парке. Почему? Потому что 3 детей. Они маленькие, они могут плакать, орать, истерить. И все это на него, знаете, очень сильно действует. Для меня главное, чтобы он не нервничал, создавать для него комфорт. Он очень чистоплотный Ужас. Он любит, когда дома порядок и чистота. Я всегда уберусь, всегда там везде помою. И заранее готовлю. Вечером, когда с тренировки приезжает, чтобы у меня еда была готовая, когда он просил, чтобы я вот уже подавала на стол. И я специально с детьми в парке гуляю, чтобы они у меня устали, чтобы у них не было сил на истерик, на всякие оры, чтобы они приехали домой и сразу же уснули. Поэтому я вот стараюсь комфорт для него создавать, самое главное. И еда, чтобы для меня, чтобы у него с весом проблем не было, соответственно, со здоровьем. Нет, он просто должен выполнить. Все просто, он должен выполнить определенный набор тактико-технических действий. Все. Да. То есть должен выполнить план. Да. Ну, зачастую все идет не по плану, да. Но иногда отсутствие плана это тоже план, да. Конечно, мы хотели бы пригласить всех своих друзей на этот бой. Мы их и так пригласили, очень много наших друзей, товарищей придет за нас поболеть. Приходите, 26 числа приходите, мы вас ждем, нам нужна ваша поддержка. У меня в данный момент подходит финальная подготовка к бою, финишная прямая, можно сказать. 26 мая, я так думаю, мы покажем очень красивый бой в Алмате. Приходите, болейте за нас.